Можно пойти здесь чужие, не дома, не на детской площадке. Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. Дорогие зрители, почитатели военной музыки, мы рады приветствовать вас. Невзгоды отступают, печали проходят. Наступает светлое время радости и надежды. Мы вновь собрались с вами в самом сердце России, на Красной площади, чтобы чествовать искусство военной выправки, силы и музыки. Природы, жизни торжество, над смертью бесконечно. Ничто не сокрушит его, и оттого жизнь вечна. На Красной площади рота специального караула президентского полка и президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Командир полка генерал-майор Андрей Филякин. Командир батальона полковник Егор Ковтуненко. Командир роты капитан Евгений Пронин. Начальник оркестра полковник Вера Крылова. Дирижер заслуженный артист России полковник Евгений Никитин.
флаги в гости к нам. На Красной площади флаги стран-участниц фестиваля. Греческая республика, Республика Беларусь, Государство Катара, Мексиканские Соединенные Штаты. Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня-2021». Дорогие друзья, сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня-2021». Ваш фестиваль всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное – огромным количеством гостей. На трибуне для почетных гостей все коллективы приветствуют начальник Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, заслуженный артист. Федерации, начальник военного института полковник Сергей Вовк, дирижер оркестра капитан Антон Малютин. Встречайте военных дирижеров. Сегодня на трибуне для почетных гостей присутствует мэр муниципалитета Лариула-Улиаквини Григорис Константелос и начальник отдела.
1821 году началась многолетняя борьба греческого народа за независимость от Османской империи. Появление нового греческого государства не было бы возможно без поддержки Российской империи. В этом году греческая республика, начальник художественный руководитель, народный артист России, полковник Андрей Капралов, дирижеры ансамбля, майор руководитель оркестра капитан Мухаммед Абдулла Аль-Каядус, дирижеры оркестра старший лейтенант Фахад Аль-Яхей, старший лейтенант Султан Аль-Камади. Сегодня на трибуне для почетных гостей присутствует глава делегации столицы диктатора, советник министра внутренних дел, генерал-майор доктор Абдулла Аль-Аль.
из Республики Башкортостан полковник Азат Шахмухаметов, дирижер, заслуженный артист России, подполковник Аркадий Шмелев. В этом году исполняется хоровое и военный оркестр Московского гарнизона 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Командир полка полковник Сергей Бессонов. Командир роты почетного караула капитан Денис Ильин. Начальник оркестра майор Олег Тушук. Военный дирижер старший лейтенант Алексей Кожедомов.
Федерации. Главный дирижер, начальник ансамбля песни и пляски воздушно-десантных войск, подполковник Владислав Твердый. Дирижеры гвардии старший лейтенант Андрей Селин, гвардии капитан Иван Андреевич, а также расчет почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова, командир расчета парадного караула гвардии подполковник Виталий Антонов.
силу и напор. За это энергичное выступление. Мы будем ждать новой встречи с вами. Браво! На Красной площади образцово-показательный ансамбль быстро капитан первого ранга Исраэль Хименес Сибурия. Капитан Кирилл Крачинский. Да не светится.
Подполковник Сафура Аль-Вай. Командир Башира, бригадир Аль-Наср Аль-Бахри.
Господи, дальше каждому, чего Весь мир празднует 60 лет со дня первого полета человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин 12 ноября 1961 года совершил первый полет в космическое пространство на корабле «Восток-3». Полет длился 1 час 48 минут.
Здравствуйте, спасибо. Я не буду интервью говорить. Знаешь, папа тебя смотрит.